Призывная кампания 2020 завершена. Несмотря на ряд серьезных проблем, связанных с эпидситуацией, Ингушетия в очередной раз выполнила наряд Южного военного округа. Гарнизоны Москвы, Питера, Казани, Перми и многих других городов России приняли в этом году 400 наших земляков. На сегодняшний день проходит курс молодого бойца. В некоторых подразделениях уже принята присяга. Значит, по отзывам командиров положительные все отзывы. Я думаю, вот год, он не так быстро, в принципе, то есть быстро пройдет, и я думаю, ребята отслужат достойно, потому что каждая отправка нами, она была, значит, в связи с ограничением скопления людей, мы не провели торжественные мероприятия, но в любом случае каждая отправка была нами проконтролирована, лично сам участвовал, призывал общественные организации. И я думаю, те наставления, которые нами были сделаны, я думаю, все-таки мы добились того, что вот на сегодняшний день ребята служат достойно. Работа ингушских призывных пунктов – отлаженный механизм, и даже коронавирусная инфекция не нарушила график запланированных мероприятий. В срочном порядке в медицинскую комиссию Велири отправил, а на призывном пункте оборудовали специальные палатки для заключающего третьего теста на ковид, а также карантинную зону на случай выявления зараженного непосредственно в день отправки. В итоге, по статистическим данным, 100% ребят отправились служить абсолютно здоровыми. Работу мы провели, я считаю, довольно-таки успешно, потому что на сегодняшний день ни один из нами отправленных в войсках призывник не был заражен, и мы не допустили, чтобы кто-то там убыл вооруженной силой с заболеванием. По традиции, ингушские ребята отдают предпочтение службе во внутренних войсках. Теперь это Росгвардия. Однако не всегда ожидания призывника оправдываются. Бывает, что по состоянию здоровья его не могут отправить в те или иные войска. Здесь многое зависит не только от физической подготовки, но и морально-волевых качеств. К сожалению, многие ребята отсеиваются ввиду того, что какие-то выявляются заболевания. Мы даем им, значит, возможность убыть в медучреждение, значит, даем время, они поправят свое здоровье, и уже там, в следующую отправку весной, конечно, будет вопрос рассматриваться. Военный комиссар дал высокую оценку региональному отделению ДОСААФ. Каждый год здесь подготавливают не меньше 20 ребят по специальности военный водитель. Обучение делится на 3 этапа, где помимо получения С-категории призывников обучают принципу работы военной и тяжелой техники. В 2021 году по плану призыва ряды вооруженных сил страны пополнят еще 400 призывников из нашей республики. Они будут проходить службу в различных регионах страны, в войсках Национальной гвардии, в сухопутных, железнодорожных, военно-космических, а также в воздушных силах России. Отбор будет строгий. Повестки для явки в военные комиссариаты республики будут рассылать после новогодних праздников. Весенний призыв стартует уже 1 апреля, а отправку молодого пополнения планируют начать в середине месяца. Идрис Ижиев, Адам Далаков, Новости 24.